В Кыргызстане работает около 60 фирм по трудоустройству граждан в Турцию. Большинство из них работает именно с отелями, предоставляя работу в сфере обслуживания. Это одна из таких компаний. Сегодня они готовятся к переезду в другой офис, так как сезон работы наших граждан в Турции подходит к концу. Трудоустройство возобновится вновь ближе к апрелю. С 15 ноября официально обычно открывается сезон набора, и весь зимний период мы занимаемся набором, оформлением документов, и с весны, с апреля уже начинаем отправлять. В этом году в Турцию уехали 5400 кыргызстанцев, однако в прошлые годы на сезонные заработки туда уезжали порядка 20-30 тысяч человек. Это связано с прошлогодней инфляцией турецкой валюты. Тогда многие наши мигранты не заработали желаемых денег. Отметим, граждане Кыргызстана могут пребывать в Турции 90 дней без оформления визы. Однако для трудоустройства без визы уезжать не стоит. Хотя есть и такие, правда, их права не защищены. И часто именно они становятся жертвами обмана со стороны работодателей. 2019 жылы Время работы наших мигрантов длится до 6 месяцев, то есть к концу ноября они уже вернутся в Кыргызстан и уже с марта начнут снова уезжать. Их заработная плата там будет составлять в среднем $550. На сегодняшний день планируется заключить соглашение между Государственной службой миграции и Генеральной дирекцией управления миграции при Министерстве внутренних дел Турецкой Республики. Этот документ позволит тесно сотрудничать между этими органами и обмениваться информацией, улучшить условия пребывания наших граждан. Он заключается в том, что будет тесное сотрудничество между данными службами в сфере миграции, а также укрепление потенциала миграционной политики, обмен опытом, обмен идеями, обмен информацией в области миграционной политики. На сегодня этот документ на стадии рассмотрения уже передан в соответствующие органы Турецкой Республики. Его подписание ожидается к концу 2019 года. Дастан Гасканов, Чингис Жумагулов, Ала-То 24.